Будем записывать по 10-20 минут. Так, продолжение реконкисты в Заурале и Сибири. Короче, история Алдар-Батыра, 52-я страница примерно, оттуда я начал. Месяц назад я вам читал, наверное, все уже позабыли, наверное, все. Попробую сейчас увеличить. Не могу увеличить. Вот так, давайте, окей. Дебильный телефон, я не тот телефон взял в руки, конечно, ладно уж. У него не увеличивается экран, что ли. Точнее, мешает вот это. Окей, как-нибудь буду читать уж вот так вот. Так, летом в 1708 году на всей территории Уфимского уезда вновь установилось затишье. Большая часть глав волости всех 4 дорог Казанской, Осинской, Ногайской и Сибирской присягнула на верность царю. Однако, несмотря на коллективное шертование, башкирии не наблюдались полного послушания. Н.А. Кудрявцев об этом пишет. Вот здесь вот это содержание, почитаем. Так, вторая цифра. Аббас Мулла Тутиев. Об этом, наверное, выше о чем-то говорил. Давайте прочтем про него. Знатный башкир Енисейской волости Казанской дороги. В 1731 году он был припущен башкиром Булярской волости Агыбесом Доскаевым и основал нынешнее село Апачево Актанышского района, РТ. До этого он проживал в ауле Чанай, Еней, который можно соотнести с деревней Еней-Иткина, располагавшейся недалеко от деревни Саузбаш, нынешнего Краснокамского района РБ, Республика Башкортостан, и ушедшая под воду из-за строительства Нижнекамского водохранилища 1978-1979 года. Деревня Еней упоминается под 1682 года в отписке казанского воевода Петра Шереметьева царем Ивану и Петру. Сказывал в деревне Еней-Башкирец и Сутка Иткинеев, что за Камой рекой объявились калмыцкие многие люди. Дополнение к актам исторического собрания издания археологической комиссии 1800 Эдуарда Праца 1867 года. Короче, чуть-чуть напомним историю, да, вот этот момент Алдар-Батыра, когда туда-сюда мотались люди, получается, мы понимаем одну вещь. Вот видите, какие земли, о чем говорится. Охтанышский район, так скажем, Татарстана, получается. Почему-то там рулили, получается, по этой истории башкортлар. Понимаете, это надо пока, конечно, посмотреть, я сейчас не могу припомнить, Охтаныш район где-то далеко от Башкортостана или как, но почему-то тут говорится, что тут рулился этой темой башкортлар, рулили. Поэтому что можно тут сказать? Вот только что вот сейчас в каком-то телеграме я наткнулся с кем-то там, попереписывались, и чьи-то, не помню, какая-то группа, короче, Башкорт или какая-то группа, и не знаю, как я туда попал, короче, с какого-то, у меня же аккаунтов много, и там какие-то узкие картизоны вот эти достали, короче, пишут о том, что нам, типа, русским там, типа, ну, что-то про русские, что-то они пишут, там, я не вкурил на всю эту тему, но на какие-то там мимо быстренько прошелся. Что я хочу сказать? Вот наши земли, до такой степени вот так сплоченные, башкортно-татарных аймя, там, как я и там говорил, третий лишний, вот этот шайтан лишний. Поэтому узкий мир, поймите одну вещь, что вы захватили наши территории и пытаетесь нас оттуда выкурить. Так не получается. И если у вас нету субординации, если у вас нету человечности, или точнее вы его уже игнорите, свою человечность, и создаете нам всем препятствие того, что мы все должны быть узкими, ну это не порядок. Поэтому мы, как говорится, мочить вас будем конкретно, имейте в виду. Я это призываю всех. Только что тоже там я говорил, всем будем делать по мгавам. И вы не думайте, что мы, как говорится, так скажем, вот эти 500 лет рабства наших предков мы вам как бы забудем. Нет, нет, вы не на тех нарвались, понимаете? Мы все-таки уже в 21 веке живем, мы уже очнулись, мы очнувшийся народ, понимаете? А то, что там внутри, когда ты путаешь этот кардизон или этот, ты путаешь, если вот эту тему узкого своего мира и могущества, ты не путай, что твоей нации по сути нету. Твоей нации по сути нету. Тут как раз-таки я вам, поэтому вот этого Алдар-Батыра как бы принципиально читаю я вам это. Понимаете, принципиально, это как бы, я напомню еще раз, мне это прислали из Башкортостана, грубо говоря, историк, вот этот академик наук Башкортостана, и который, как говорится, реально эту тему, как говорится, этой темой он всю жизнь, так скажем, страдает, и я так думаю, и об этом, как говорится, конкретно его работа это. Поэтому, когда вы говорите внутри Башкортостана с Татарстаном про свой узкий мир, вы конкретно делаете для себя самоубийственное вот это садомаза. Вы, как говорится, садомазохисты, которые пытаетесь сами себя угрохать. Поймите, что вот я сравнивал как раз вот эту Европу, из 27 стран Европы, не знаю, 26, 27, 28, я не знаю, с Англией, как надо посчитать еще раз, из этих всех стран, Скандинавия там, допустим, и вот это низкое, Кипр, до Кипра, допустим, до Греции, я вам объясняю одну вещь. У каждого есть свой язык. Свой язык. Там тут никто не орет, чтобы все говорили на английском, или там на норвежском, или на французском. Никто не орет здесь такого, понимаете? Это вы, как говорится, возомнили себя пупами земли и пытаетесь втереть там какому-то якуту узкоглазому, что он должен быть узким. Узкий это вы. Но если у него узкие глаза, ну язык-то у него другой. Ну, потому что он якут, у него другой язык. У бурята другой язык. У башкорта-татара другие языки. Поэтому вы никак не можете нам что-то диктовать. Никак не можете это диктовать. Поэтому я не люблю вот по этим группам лазить, конечно, но чисто просто вот намаз читал. Что я туда зашел, я не понял просто. Короче говоря, вот так вот. Поэтому сидят там какие-то эти, как шавки, короче, да, и огрызаются между собой. Поражаюсь просто. Итак, идем дальше. Получается, что тут? Кудрявцев говорит, что там? Жаловался царю, что башкиры отказываются предоставлять подводы для казенных нужд, а на требование отправить 1000 человек на службу в Санкт-Петербург только воровством своим ругают и сказали, как где на реках лед будет, в то время пойдем на службу.
Я вспомнил как раз, это тоже я прочитывал, вроде как раз чуть-чуть повторение, окей. Казанский комендант несколько сгущал краски, поскольку в следующем 1709 году тысячный отряд башкирских все же участвовали в рижском походе, во время которого осаждал шведский гарнизон Риги. Теперь вот здесь остановимся и добавлю вот как раз то, что сегодня, недавно у меня происходила история. Там мне поговорить не дали. В тот день я вам там в ауле рассказывал, да? Вы меня не видели, я вам говорил. Там 18 плюс еще мне на эфир поставили, сволочи. Не могу убрать его. Написал, не могу, короче, наверное, придется его что-то делать с этим. Удалять, наверное, буду этот эфир. Ну, вот как раз с того эфира я чуть напомню вам о том, что какие вопросы были про вот это того, что нацизм, и почему я не иду воевать в Украину, почему я не пошел воевать в Украину, мне вопросы были, и как бы почему я типа не пошел, в чем проблема, типа, или что они хотели от меня, я так и не понял. Поэтому я вам, смотря в глаза, я эфир не делаю еще, вот после того момента, после 7 числа, вот я вам делаю эфир. И что я хочу сказать, что здешний народ пока еще реально, оказывается, не очнулся. Вот не очнулся он от того, что на самом деле, что происходит в этой Пи-России. В этой Пи-России, что происходит, люди здесь в Европе, так скажем, реально, как говорится, понимают только через какие-то новости, которые им преподносит этот узкий мир. Они не могут сравнить даже украинские новости с узкими новостями. И, по идее, им не нужно это. Я вам всегда вот показываю улицы. Почему я вам показываю? Почему? Потому что здесь люди отдыхают, живут, катаются на великах. То есть у них все, у них ничего не нужно. Им не нужны ни украинцы, эти не узкие, ни башкиртлар, ни татарлар. Мы им не нужны, поймите одну вещь, мы им не нужны. Для них самое главное, их непокой. Поэтому воевать за нас или там за украинцев они не пойдут. Хоть 1000 раз там пусть пишут, идут, или там помогают. Помочь бабками, оружием, у них уже кутуёк должны помочь. Уже выхода нет у них, они должны помочь. Но вот когда идет процесс того, что вот как тут, вот я почему эту историю сравниваю, что пошли на шведский гарнизон Риги, башкиртлар, это только в узком мире это есть. Почему? И теперь обосновываю. Потому что до такой степени мы, как говорится, вжились в этот узкий мир, башкиртлар, татарлар, там, Ичкерия, Дагестан, да все в этой России, что мы идем на чужие войны убивать вообще не при делах людей. Понимаете? И в то же время еще добавок сами дохнем. Вот в чем наша загвоздка. Это наш косяк, это наша мягкость. Поэтому я всегда веду разговоры всегда о жесткости, вам, как говорится, ненависти к вам, узкому миру. Почему? Потому что вы мрази конкретные, которые не можете, как говорится, осознать нашу доброту. Вы плюете на нашу доброту. Понимаете? По идее, да, по жизни, я вот лично сам, если вот с меня брать какую-то хрень из этого, вот этого обличия, да, облик, так скажем, да, я вообще, по идее, всем, наверное, добрый. Вот всем добрый, альхамдулля. У меня вот этого, у меня нет этого. Но, когда упор делается на узкий мир, у меня доброта как-то быстро заканчивается. Почему? Потому что я вспоминаю ваши издевки, когда вы создаете такие там чурки, там какие-то бусурманы, или вот это все ересь, которую вы начинаете нести нам всем, вы думаете, что только вот этот узкий мир, чистый такой, мытый, я только что вам напомнил как раз, вы в лаптях родились, в лаптях сдохнете, поймите. Вы в лаптях ходячие эти мрази, понимаете? Еще в вонючих портянках. Вы вот этого не можете понять. А мы, на самом деле, там кто-то там писал про кожаные сапоги. На самом деле, да. Кожаные читиклерде без йürгенбез. Без йürгенбез. Башкиртлар, татарлар, казаклар, узбеклар, без йürгенбез нашу читиклерде. А вы в лаптях пришли захватывать. В лаптях. Вы не можете понять даже с керзовых сапогов. С керзовых сапогов вы не можете понять даже, которые 2 года я топтал ваши сраные керзовые сапоги, они сделаны из вот этих кирзачей. Можно сказать, это нефть с тряпкой. Опять эти же лапти получается. Просто появились нефть, и еще туда же примостили эти же портянки. Облили эти портянки нефтью, получилось кирзачи. Понимаете? Ничего кожаного там нет. Даже в 21 веке у вас нет кожаных сапогов для солдат. После этого что вы хотите сказать? О том, что еще по новостям, если уж на новости чуть отойду, припомню, что вам говорится, что все убогая РФская армия идет на Украину, которая шиком, как говорится, напялятые на себя, как говорится, обмундирование и украинцы, а вы идете в своих каких-то рваных вещах и постоянно от Майкла Наки или от кого-то слушаем жалобы того, что у вас даже приодеть солдата от своего кармана надо, и плюс кидание на деньги. Обещаете 210 тысяч или 200 тысяч, 205 тысяч, этих денег люди не видят. Вон, сдохли еще в трубе, блин. Труба вам пришла, понимаете, в Курской области труба. А башкирский какой-то шизаноидский группа ВКонтакте пишет, что они вышли там что-то сделали. Вчера только закидывал с контактов в телегу себе в группу. И сегодня Майкл Накер рассказывает, что все захлебнулись, как говорится, своим дерьмом, своим газом же, там же. Кто им-то нормальный кэше 12 килограмм будет топать по трубе, где, само собой, где-то закончится воздух. Вначале, может, есть воздух, когда ты заходишь, а вот в конец, конечно, не будет. Еще, ладно, там почему-то газа нету, удивительно. Конечно, вы сдохнете, там, идиоты какие-то. Вы бы еще, не знаю, как эти сирийцы под туннелем ходили, или как там, не сирийцы эти, палестинцы, в туннель хотя бы рыть научитесь, идиоты, кроты недоделанные. Хотя бы по туннелю идите, а не по трубам, где нет воздуха. У сирийцев там, точнее, у палестинцев, и то там люкс, у них там, у их туннелях вентиляция есть, идиоты. Это даже до палестинцев не додумались вы, безмозговые. Ладно, Аллах Ашкар, дохните, по идее. Хорошо, что вы сдохли. Идем дальше. Большая часть башкир, хотя отказывались платить какие-либо подати в казну, в то же время не вела враждебных действий против правительства, не нападала на русские войска, селения и крепости. Вот видите? А я как раз-таки вам это сегодня напоминал в том группе каком-то, Башкиртиле, что башкиртлар, башкиртлар дегенчейді, башкирт біздің хотел сказать по-узбекски, опа-дадаларымыз, ota-бабаларымыз, как говорится, все делали сабр.
Повоевали, успокоились. Я в начале Алдар-Батыра, я вам читал, что какие-то группы останавливались, говорили, что мы не хотим. Алдар-Батыр шел один, а те говорили, все, нам хватит, мы договорились, нам хватит. И вот это и может, с одной стороны, и плюс, с одной стороны, это, само собой, доброта и так далее, но в тот же момент для меня сейчас это минус. Как раз-таки вот из этого контингента, который сейчас вот то же самое делает, которые говорят, я не при делах, я не в политике и так далее. Вот это и есть минус наш, понимаете? Это наш минус тому, что нас убивают в Украине путинскими руками. А мы, как говорится, говорим, мы не при делах. Вот это и есть ошибка наша, понимаете? Нам нужно не при делах быть, именно в пределах и в деле. По уничтожению Москвы нам надо, понимаете? По уничтожению, потому что безнен башкорт белән татарларны кыралар дөнья буе. Урыс кырылмый, урыс күкәй янында салган утыра пич башында.